В селе Пезмак Карткировского района строительство современной фермы на 540 голов на финальной стадии. Подрядчик из Ижевска все работы обещает закончить до конца года. Здесь будут размещаться родильное отделение и роботизированный телятник. Цена проекта более 100 миллионов рублей. 70% затрат сельхозпредприятию возместит Минсельхоз. Елена Кононова побывала на месте. Пока здесь стоит железный скелет будущей суперфермы. Строители уже бетонируют полы, готовят место под родильное отделение. Параллельно идут сварочные работы. По словам подрядчика, остается обшить здание сэндвич-панелями и установить оборудование. В материале нехватки нет. Только в этом месяце завезли порядка 120 тонн. На участке трудится около 20 человек. У ижевской компании опыт в строительстве коровников уже немалый. Работала и в Нижнем Новгороде, и Тюменской, и Самарской областях. Но к нашему пезмакскому животноводческому помещению особый подход. Этот проект готовился индивидуально, то есть конкретно под условия заказчика, да, то есть его пожелания были все учтены, и, соответственно, все это дорабатывается еще в процессе. То есть мы вносим корректировки, сотрудничаем с проектантами. В декабре у нас в планах реализовать все субсидии, которые выделены у нас с Минсельхоза. Такое грандиозное строительство – это не амбиции, говорит директор Северной Нивы. Молодняк девать некуда. Старый телятник, которому почти полвека, перестал вмещать всех. Да и здание уже пришло в негодность. А в новой ферме на 540 голов будут располагаться и родильное отделение, и телятник. Теперь сельхозпредприятию не придется специально приобретать поголовье для обновления дойного стада. Новое животноводческое помещение оборудуют по новейшим технологиям. Автоматизированной системой доения, навозоудаления. За малышами будут ухаживать роботы. Мы сюда установим кормоняней. Скажем, один сотрудник специальную ванну будет готовить на 150 голов раствор, а кормоняня уже будет раздавать каждому теленку определенное количество кормов. В декабре Галина Тарасевич надеется отметить новоселье. Хозяйство ее не маленькое – 850 голов. Из них почти половина – дойное стадо. Часть из них размещается в этой старой, но достаточно крепкой еще ферме. 300 голов располагаются в новой, роботизированной, которую открыли 4 года назад. Кроме того, 150 коров пришлось приютить из вашкурского предприятия. Оно тоже входит в Северную Ниву. Там пока нет своих помещений, но скоро будет. И мы уже проект разработали на 900 голов в Вашкуре. Мы планируем оно не сразу, вот скажем, а начало на 200 голов, потом второй проект, по очереди начинаем строить. И еще планируем как бы вот эту ферму вести в Вашкуре. Ввод новых ферм пезмакскому хозяйству, безусловно, даст возможность еще больше повысить производство молока. Среди животноводческих предприятий Республики Северная Нива по удоям занимает второе место – 10 тонн молока в сутки. Основную часть везут на переработку в Сыктывкар и Карткирос. Елена Кононова, Олег Юшков, телеканал Юрган, Карткировский район.